Сегодня особый день для нашего Нерюнгинского района, для нашей гостеприимной Приятно видеть такое количество спортсменов после 2 лет, по большому счету, такого затишья спортивного и культурного. И сегодня мы видим, что уж кто-кто, а спортсмены сохранили свой уровень, боевую и физическую подготовку для того, чтобы сегодня радовать нас своей великолепной борьбой. Я считаю, что неспроста это первенство проводится именно на территории нашего района, потому что Нерюнгинский район очень славен своими спортивными традициями. В свое время здесь было целых две команды мастеров по баскетболу и команда мастеров по мини-футболу. И сегодня, значит, в стране вообще очень культивируются, развиваются, значит, различные виды спортивной борьбы. И одно из направлений – это дзюдо. Древнейшая борьба, почти 140 лет этому виду спорта, олимпийский вид спорта. И сегодня большое дзюдо на Нерюнгинской земле. Это очень радует. Я хотел бы пожелать, прежде всего самого хорошего всем участникам, поменьше травм. От лица Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия выразить слова благодарности администрации Нерюнгинского района и Федерации дзюдо Республики Саха-Якутия за именно помощь при проведении данного первенства. Мы уже готовились давно, да, и мы очень рады, что здесь у нас в Республике Саха-Якутия проводится по этим 2 возрастам здесь у нас первенство Дальнего Востока. Планировали сегодня 5 золотых, а у нас получилось 3. К сожалению, там наши ребята друг друга выбили и не смогли достойные, которые были ребята, побороться. Но командам все равно удалось нам сегодня выиграть.
Но я чувствую, база целиком Саха-Якутии, что у вас, наверное, в 2024 году кто-то будет на Олимпиаде участвовать. Здесь очень сильный коллектив у вас работает, и в сборной России по взрослым, по всем до 23 лет, и чемпионаты отмечаются ваши девчонки и мальчишки. Это у нас получилось самое количественное первенство. Приехало всего 174 участника из 9 регионов Дальнего Востока. И мы, как проводящая команда, была самая многочисленная. В общекомандном мы заняли 2 место. По личным встречам у нас 2 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Если оценивать, как команда выступила, ну, есть и хороших моментов много, и таких, над которыми нужно еще работать, доработать и улучшить. Хочу отметить, что судейство было на высоком уровне, не было никаких ошибок, все спорные моменты разбирались, принимались правильные решения. Хочу также поблагодарить своих ребят за выступление на этих соревнованиях, показали хороший результат. За сегодняшний день заняли 4 первых места и 4 вторых места. Вот. Все эти ребята отобрались на первенство России, которое пройдет в городе Екатеринбург в конце ноября. Все победители определены верно. Мы отобрали действительно сильнейшую команду с региона на первенство России, которое пройдет в городе Ижевске в ноябре месяце. Так что судейский корпус отработал отлично. Все спорные моменты у нас были разрешены, никто не остался недоволен. Все были согласны с решением судей. С весны начали подготовку к этому мероприятию, и, конечно, для нас это очень почетно встречать первенство такого уровня, первенство Дальнего Востока. Хочу от себя сказать, что, на мой взгляд, первенство удалось. Самое главное, приехало довольно большое количество спортсменов, больше 250 человек, если смотреть 2 дня соревнований. Считается, что это одно из самых посещаемых мероприятий за последние несколько лет. И мы хотели бы от всей души поблагодарить команды, которые посетили нашу родную республику, наш город Нерюнгри, и приехали к нам и поучаствовали в этих соревнованиях. Хочу сказать большое спасибо за судейство. Это было действительно объективное судейство. Побеждали сильнейшие. И хочу большое спасибо сказать нашим партнерам, компании «Алроса», компании «Колмар», которые помогли нам в организации этих мероприятий.
И, конечно, администрация Нерюнгринского района непосредственно принимала участие в организации соревнований. И, по мнению всех, соревнования в итоге удались.